эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Якутия передала гуманитарную помощь жителям Курской области. Это около 8 тонн продуктов, медикаментов, бытовой техники и хозяйственных товаров. В микрорайоне Звездный в Якутске ведут новый водоузел. К 1 сентября должны завершиться ключевые работы по строительству. Расскажем подробности. Ловкость, командный дух и навыки выживания в детском лагере «Арктика и космос» завершилась спортивно-патриотическая смена «Звезда». Водоканал ведет новый водоузел в микрорайоне Звездный в Якутске. К 1 сентября должны завершиться ключевые работы по строительству нового водоузла. По словам генерального директора компании Анатолия Каджигасова, на сегодня также выполнено 97% работ по канализированию квартала. Построено больше 2 километров напорной канализации, 3 канализационные насосные станции. Также на встрече с главой республики Айсеном Николаевым речь шла о подготовке к отопительному и промывочному сезонам. По информации специалистов, до 25 августа промывка сетей будет завершена. С каждым годом у нас, изношенных магистральных сетей становится все меньше. На сегодня у нас износ сетей водоснабжения порядка 40%. Это меньше, чем 50%, да, намного. И по канализационным насосным сетям, у нас где-то порядка 36%. Чурапчинский район продолжает активную газификацию населенных пунктов. К началу 2015 года газ был подведен к 7 поселениям: Чурапча, Харбала-1, Одюлун, Деринг, Хадар, Хаяхсыт и Талон. Программа социальной газификации является ключевой мерой поддержки жителей района. В этом году в Чурапчинском наследии планируется подключить к газовым сетям 156 домов. В настоящее время специалисты ведут работы по последнему 10-му пусковому комплексу в ТОС-интернат. Из запланированных 113 домовладений уже газифицировано 68. На сегодняшний день в селе Чурапча газификация идет полным ходом. И подрядчик говорит, что если погода будет стоять, через 2 недели все объекты будут готовы. Сейчас материалы все есть, люди, техника. Так что до холодов наше население должны подключиться. В Верхневилюйском эксплуатационном газовом участке полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Специалисты проводят земляные и сварочные работы для устранения выявленных закупорок газопровода. Сегодня работы ведутся на перекрестке улиц Петра Алексеева и Миронова. На время ремонта газоснабжение временно приостановлено в 26 домах. Благодаря хорошему техническому оснащению работы выполняются быстро и оперативно. В рамках программы соцгазификации план перевыполнен. Вместо запланированного количества подключено на 5 домов больше. На сегодня заключено уже 29 договоров на подключение. Параллельно ведется и активная работа по снижению дебиторской задолженности. К другим темам, аэропорт Верхневилюйский работает с 1960 года и уже этой осенью в октябре отметит 65-летний юбилей. На данный момент в штате числится 26 работников и 9 единиц разной специальной техники. В год совершается 300 рейсов. Сюда входят и пожарные, и санитарные рейсы внутри района. Сегодня у нас местный рейс. Заказали вертолет. С Верхневилюйска до Тултубы. Время перелета 1,5 часа. До Тулы полетели 19 пассажиров и 700 килограмм груза. Это продукты, запчасти. Около 4 километров дорожного полотна будет обновлено в Покровске. Ремонтные работы охватят 4 микрорайона. Центр города, Колбастах, Селекционную и нефтебазу. С ходом работ ознакомилась и наш корреспондент Виолетта Засимова. На сегодняшний день хангаласским филиалом РИК «Автодор» полностью завершены работы по замене дорожного полотна подъездной дороги в микрорайон Нефтебаза. Протяженность этого участка составила 1 километр 100 метров. Это второй этап масштабного ремонта. Первый такой же протяженности был выполнен в прошлом году. В мае мэрия Покровска заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Ивановым на реконструкцию дорог на 4 улицах города: Исаия Никифорова и Иноземцевой в центре Покровска, а также Новой и Кирова в микрорайоне Колбастах.
Общий объем финансирования более 51 миллион рублей. Из них 74% это республиканский бюджет с Дорожного фонда Якутии и 26% местный бюджет города Покровска. Сейчас завершается ремонт дорог по улицам Исаия Никифорова и Иноземцевой. Ну, сейчас идут на данный момент завершающие работы по укреплению обочин щебнем ЩПС марки С5 толщиной 10 сантиметров по улицам Исаия Никифорова и Иноземцева. Выбор этих двух улиц не случайен. Во-первых, в этом году исполняется 110 лет со дня рождения писателя-фронтовика Исаия Никифорова, в честь которого названа одна из улиц. На ней до сих пор стоит его дом, который в будущем планируется превратить в музей. Жители улицы приветствуют эту дату и рады проводимым работам. Плохая дорога была, все ямы. Ну, таксистам плохо было. Сейчас очень хорошо. 11 сантиметров подняли дорогу. Как думаете, долго прослужит? Долго, конечно. Вторая улица носит имя заслуженного врача СССР Зинаиды Иноземцевой. Именно эта дорога ведет к 3 медицинским учреждениям – станции скорой помощи, туберкулезному диспансеру и стационару. Лучше стало сейчас ездить. Раньше были ямы, поэтому некоторые люди были тяжелые. Из-за этого пришлось снизить скорость. Были ямы, а сейчас моментально доставляем всех в стационар быстро и уверенно. После завершения работ на улицах Иноземцева и Исаия Никифорова бригада Дмитрия Иванова приступит к ремонту дорог в микрорайоне Колбастах на улицах Кирова и Новая. Согласно контракту, первый этап работ по 4 улицам должен завершиться 30 сентября. Также в рамках программы поддержки местных инициатив будут обновлены грунтовые дороги в микрорайоне Селекционный на улицах Северная и Ботаническая. Работы должны начаться в ближайшее время. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. С 1 октября этого года зарплаты работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений будут повышены на 7,6%. Об этом сообщил декан факультета права ВШЭ. Индексация также затронет сотрудников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей и работников федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой. Как ранее отмечал депутат Госдумы Алексей Гавырин, осенняя индексация гарантирована только для бюджетной сферы на федеральном уровне. Герой России Алексей Петров, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий на Украине, проходит курс реабилитации в Республиканском реабилитационном центре. В боях с украинскими нацистами он получил тяжелые ранения обеих ног, перенес сложную операцию и длительное лечение в госпиталях. Сейчас Алексей учится ходить на протезах. 18-дневный курс реабилитации включает в себя различные виды медицинской и социальной помощи, массаж, эрготерапию, магнитотерапию, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику. Во время реабилитации Алексей поддерживает его сестра. Несмотря на полученные ранения, Алексей Петров строит планы на будущее. Он поступил на заочное отделение и мечтает стать фермером. Больше недели здесь. Ну, через 2 недели или как выпишут. И потом буду ходить. Это реабилитация. После этого еще на реабилитацию, на протезирование должен. Я все равно буду ходить. Дальше буду сельскохозяйственным. Улицы дали 23 лошадей. Ну и еще обещали базу делать. Якутия передала гуманитарную помощь жителям Курской области. Якутяне собрали около 8 тонн продуктов длительного хранения, медикаментов, средств личной гигиены, бытовой техники и хозяйственных товаров. Пункты сбора помощи работали по всей республике, в муниципалитетах, администрациях, штабах, волонтерских движений. Доставка осуществлена силами компании «Аямтранссервис», которая взяла на себя транспортные расходы. На Курской земле якутскую делегацию встретил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора области Геннадий Бабаскин. Якутяне посетили Знаменский кафедральный собор, где почтили память жертв среди мирного населения региона. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи своих земляков, якутян. Победа будет за нами, она уже близка. И я хочу, пользуясь случаем, выразить свою солидарность от имени всех якутян с жителями Курщины. Мы рядом, мы вместе, мы чувствуем плечо друг друга, и поэтому мы победим.
В детском лагере «Арктика и космос» завершилась спортивно-патриотическая смена «Звезда». Финалом стала спортивная игра «Зорница», где 2 дня 60 детей демонстрировали ловкость, командный дух и навыки выживания, соревнуясь в различных этапах – от строевого осмотра до захвата флага и тропы препятствий. В заключительный день состоялась торжественная церемония награждения. Это наша 3-я смена за это лето. Она у нас спортивно-патриотическая. У ребят каждое утро зарядка, каждый вечер вечерние пробежки, различные спортивные соревнования. И идут обучения по беспилотным летательным аппаратам, по сборке-разборке автомата Калашникова, пулевой стрельбе. Дополнительно у нас еще есть киберспорт. Ребятам очень весело. К сожалению, у нас 3-й сезон, короткий из-за погодных условий, всего 1 неделя. Но дети, вот у нас вчера дискотека была, не хотели уходить. В начале августа открылся 3-й сезон летней досуговой площадки «Кустук», функционирующей на базе стационара комплексного центра, направленного на организацию досуга детей и подростков Усть-Алданского района в период летних каникул. Программа деятельности летней площадки ориентирована на создание социально значимой психологической среды, которая дополняет и корректирует воспитание ребенка. Особое внимание при комплектовании групп уделилось детям из социально незащищенных категорий, малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, состоящим на профилактическом учете. В текущем году услугами площадки воспользовались 30 детей, из них 5 – дети участников специальной военной операции. В данное время работает 3-й сезон летней детской площадки «Кустук» на базе стационарного отделения нашего учреждения с охватом 10 детей. Воспитанники занимаются в различных кружках с целью развития творческих способностей, ходят на различные экскурсии, посещают музеи. Им у нас очень нравится. Я научился играть на хабулык и кипсюрь. Здесь у меня много друзей. И в завершение о погоде. Арктическая воздушная масса принесла похолодание в Якутии. В ночь на пятницу, 8 августа, в ряде районов ожидаются минусовые температуры. Так, до -1 градуса температура ночью опустится в Ленском и Алекминском районах. Также ночные заморозки прогнозируют в пониженных местах северных районах и в горах северо-востока республики. Сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в пятницу в Тампонском, Аймиконском, Алданском и Нерюнгринском районах. Днем в центре республики обещают до +19, на юго-востоке до +24, на северо-востоке до +15, на севере до +11. В Якутске ночью похолодает, для +8 градусов, день пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов. На этом все, до встречи в дальнейших эфирах.